Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Ассимиляторы татар Башкортостана, или как мы их называем башкирские этномародеры, этномиссионеры, решили проглотить мишарей своей республики. Сделать это они хотят с помощью нескольких действий. Все началось с того, что в Башкортостане в этом году открыли историко-культурный центр якобы мишарского народа. А потом идеолог башкиризации татар Башкортостана Салават Хамидуллин выкатывает фильм, который называется «Мишари Башкортостана». Задача, которую перед собой ставит Салават Хамидуллин, это отколоть от татарского народа мишарей. Работа в этом направлении идет по двум фронтам. Во-первых, это отколоть от татар мишарей в глобальном смысле, то есть по всей России. Другими словами, казанские татары как бы существуют отдельно, а мишари Нижегородской, Челябинской, Саратовской, Ульяновской и других областей отдельно. Второе направление – это отколоть от татар уже отдельно мишарей Башкортостана. То есть фильм Салавата Хамидуллина в один заход наносит по единству татар сразу два удара. Тот самый комментарий этномародера и беспредельщика Рафиля Асылгужина про мишарей – самое яркое тому доказательство. Для нанесения этих ударов Салават Хамидуллин использует историю, что якобы мишари участвовали во взятии Казани в 1552 году, что якобы их память об участии в этом событии служит своеобразным идеологическим, этническим и даже мировоззренческим водоразделом между ними, то есть между мишарями и казанскими татарами. Закадровый голос фильма Салавата Хамидуллина нам сообщает следующее. Став служилым народом, мишари принимали участие во многих военных кампаниях Московского царства, в том числе во взятии Казани Иваном IV. Для иллюстрации этого Салават Хамидуллин использует письменный исторический документ, а именно письмо прошения депутата Абдулкадыра Абдулкаримова генерал-прокурору и графу Александру Самойлову, написанное в 1794 году. Вот такой цитатой вооружился Хамидуллин, чтобы рассорить мишарей и казанских татар. Мещеряцкий наш народ, за верные и беспорочные предков наших российскому скипетру службы, как при взятии Казани, так и при других многих тогдашних времени случаях, жалованы были в разных местах на горной стороны реки Волги поместными дачами. Ну и своеобразная вишенка на торте. Это закадровый голос фильма «Мишари Башкортостана», который зачитывает сценарий, а этот сценарий написал сам Салават Хамидуллин. Так что считайте это его мысли. Итак, закадровый голос нам зачитывает причины, почему мишарям не удалось стать отдельной нацией. Состояться в качестве отдельной национальности мишарям помешало дисперсное расселение и активная пропаганда проекта конструируемой татарской нации. Далее Салават Хамидуллин нам рассказывает о взаимоотношениях между мишарями и башкирами. Для этого используются примеры и исторические сведения, что якобы мишари и башкиры были всегда вместе. Вместе поднимали восстание против русской администрации, вместе воевали в зарубежных войнах Российской империи, и вообще есть даже исторические документы, которые якобы утверждают, что башкирский и мишарский народ слились в один единый народ. Что вообще это уже состоявшийся этнографический факт. Ну что же, разберемся сначала с письмом Абдулкадыра Абдулкаримова. Да, действительно есть такой исторический документ, но Салават Хамидуллин нам в своем фильме показывает нужные лишь только ему моменты письма, а именно какое-то неприятие, что ли, Абдулкадыра Казани и Казанского ханства. Из цитаты, взятой Салаватом Хамидуллиным, и вовсе складывается впечатление, что некий высокопоставленный и влиятельный мишарский депутат Абдулкаримов в конце XVIII века пишет письмо российскому высокопоставленному администратору, чиновнику. В этом письме мишар топчется якобы на истории казанских татар. Но письмо Абдулкаримова на самом деле-то не об этом ведь. Письмо на самом деле приводит очень обстоятельный политический, сословно-мировоззренческий водораздел между мишарями и башкирами в 17 и 18 веках. А упоминание, что якобы мишари вместе с Иваном Грозным брали Казань в 1552 году, это единичный случай. Высказывание об участии мишарей во взятии Казани приводится в письме лишь один раз. Почему это высказал Абдулкаримов?
Об этом я вам расскажу чуть далее. Ну а пока давайте расширим наш взгляд на письмо Абдулкаримова и то, что он пишет в нем о мишарях и об их службе российской власти. Вот как описывает мишарский депутат Абдулкаримов роль мишарей в истории Российской империи. Ногайские народы, не желая быть в подданстве, частыми возмущениями обеспокоивали верноподданных России. Тогда предки наши командированы были по разряду с прочими великороссийскими войсками в их селении, сперва для усмирения онных нагайцев и защищения вновь пришедших тогда в подданство башкирцев и агульских орд, а потом против сих самих башкирцев в 1676 году сбунтовавшихся. Обратите внимание, Абдулкаримов четко прописывает, что в бунте 1676 года мишари проявили лояльность российскому государству и подавляли восставших башкир. Как видите, особого уважения мишарин Абдулкаримов в отношении нагаев и башкир не питает. Он мишарь фактически обрисовывает как некую дубину, которая в руках Российской империи укрощает строптивых нагаев и башкир. Также Абдулкаримов перечисляет, что башкиры нанесли вред мишарям во время своего восстания в 1707 году и восстания в 1735 году. Во время же второго башкирского бунта, произведенного ими в 1707 году под предводительством возмутителей своих Алдара и Кучума, причем первую жертву дерзости их были предков наших жилища, кое они выжившие. Скот и прочие имения разграбили, многих из семейств наших с внезапным нападением побили, а молодых людей и женский пол попленя распродали киргизам и бухарцам. То есть перечисляется второе восстание башкир, а мишари все еще крепко держатся за скипетр российской власти. Башкирское восстание 1735 года и вовсе мишарей чуть не разорило. А ведь, как подчеркивает Абдулкаримов, мишари строили Российской империи крепости и редуты по рекам Иртыш. Неужели они недостойны больших привилегий от российского государства? А по начале в 1735 году строения города Оренбурга предки наши, быв раскомандированы из селений своих для проведения от всего вновь заводимого города линии с устроениями крепостей и редутов до реки Иртыша. Когда башкирцы открыли третий бунт, называемый Акаевским, через сына первого бунтовщика Кучума причинили нашему мишарятскому народу толикой же вред, как и прежде, и тем привели нас, всеподданнейших, во всекрайнейшее же разорение с убийством и расточением немалых семейств наших. То есть Абдулкаримов в своем письме описывает уже третье башкирское восстание, а мишари все так же занимают позицию верности и лояльности Российской империи. То есть в сухом остатке автор письма конца XVIII века описывает лишь с одной стороны. С одной стороны, это участие во взятии Казанского ханства, одно событие, а с другой стороны, это 3 башкирских восстания, в подавлении которых участвовали мишари. Но тут еще мишари подчеркивают, что российское государство защищали и от нагаев. И что же просит Абдулкаримов у генерал-прокурора Самойлова? Отдать земли башкир, которые у мишарей пока в аренде. Но мишарям земля нужна навечно и без оброка. Он еще просит у властей земли, которые были конфискованы у восставших башкир. Все так же навечно и без каких-либо отработок в виде оброка. Но почему мишарский депутат конца XVIII века вспоминает, что его предки участвовали во взятии Казани в середине XVI века? С одной стороны, ответ очевиден. Мишарям от российского государства нужна только земля, а для этого все средства хороши. В том числе и вот такая своеобразная историческая память о якобы участии во взятии Казани мишарями. На самом деле мишарский депутат Абдулкаримов написал это письмо в определенной мере от безысходности, что ли. Он описал события, связанные с проявлением лояльности мишаряков к государству на протяжении последних более 150 лет. Ведь за участие во взятии Казани, по мнению Абдулкаримова, мишари были сполна и по справедливости вознаграждены, а вот уже с восстания 1676 года земельных вознаграждений со стороны российского государства что-то не видать.
Ну или, по крайней мере, об этом умалчивает сам автор письма Абдул-Каримов. К началу XVIII века служилые татары и мишари были записаны в один служилый список. Они были фактически на одинаковой социальной ступени, лестнице в Российской империи. Но у российского государства не было возможности обеспечить земельными угодьями служилых татар в Уфимском уезде. Государственных земель едва хватало, чтобы раздать русским дворянам Уфы. О наделении же служилых татар думали в последнюю очередь. Поэтому вроде как одинаковые по своему статусу группы населения, а именно мишари и башкиры, в Уфимском уезде оказались не такими уж и равноправными друг другу. Поэтому мишари и служилые татары были вынуждены заключать договора об аренде земли с башкирами. В результате в конце XVIII века, то есть именно тогда, когда пишет письмо мишарский депутат Абдул-Каримов, общее число арендаторов башкирских земель достигало 26 тысяч человек, из которых 17 тысяч были мишарями и 9 тысяч служилыми татарами. Аренда земли у башкирцев для мишарей и служилых татар была непростой и воплощала в себе зависимость от них. Зависимость мишарей от башкир тяготила первых. Нередко договора предполагали не только выплату денег, но и оброк, то есть выполнение некоторых натуральных повинностей, сближающих служилых татар и мишарей к зависимым от башкир населению, то есть простым крестьянам. Более того, башкиры-землевладельцы порой заставляли мишарей-арендаторов в Уфимской губернии участвовать в так называемых башкирских восстаниях. В общем, башкиры вели в отношении мишарей себя как аристократия, а мишари и служилые татары были для них почти что крепостными крестьянами. Поэтому русская администрация Уфимской губернии была заинтересована в том, чтобы все-таки наделить землей лояльное ей мишарское население края, видя, какую роль играли мишари в подавлении башкирских восстаний. Российские государи, губернаторы и чиновники все больше и больше проникались к ним доверием. Так что слова Абдул-Каримова о том, что его предки брали Казань, это на самом деле определенный идеологический финт, который использовался, чтобы в глазах русской администрации Уфимской губернии заручиться поддержкой и уйти от зависимости от башкирских землевладельцев. А для этого нужна была репутация цепного пса русского царизма, чтобы не было ни намека на участие в событиях, которые не понравились бы русским правителям. Поэтому это высказывание Абдул-Каримова никак не может быть противопоставлением мишарей и казанских татар, как это пытается выставить Салават Хамидуллин. Другой исторический документ, которым манипулирует в своем фильме Салават Хамидуллин, это статистические данные по Уфимской губернии второй половины XIX века, подготовленные Гурвичем. Закадровый голос Салавата Хамидуллина нам сообщает следующее. Уфимский статистик и этнограф Николай Гурвич писал: «Слитие мещеряков с башкирами есть этнографический совершившийся факт, против которого бессильны какие бы то ни было административные или фискальные мотивы разъединения». Какая ловкая попытка Дуслар Ипташляр проглотить мишарей Башкортостана у Салавата Хамидуллина. Ну вот смотрите, есть исторический документ, где некий очень умный представитель администрации Уфимской губернии говорит, что якобы объединение башкир и мишарей – это совершившийся факт. Мы нашли этот исторический документ, откуда взял эту цитату Салават Хамидуллин. И вы знаете, это прекрасный документ, который на самом деле фундаментально доказывает сословный характер башкир. А уфимский статистик и этнограф на самом деле пишет не о башкирах как об отдельном народе, а именно как о сословии. Да, ко времени Гурвича во второй половине XIX века сословие мишарей и сословие башкир по своему образу жизни действительно максимально приблизилось. Вот титульный лист памятной книжки Уфимской губернии Гурвича. Напечатана книга в 1873 году. Вот страница книги 37. Как видите, в нем есть информация в виде таблицы по общей численности населения Уфимской губернии. Обратите внимание на очень широкий столбец, названный как сословия. В этом столбце есть башкиры.
Компанию им в этом столбце составляют и купцы, и мещане, и государственные крестьяне, и даже жены и дети военных, состоящих на службе. Как видите, государству, то есть Российской империи, в XIX веке важнее было знать о том, что за сословия проживают на его территории. Очень интересную таблицу этнограф и статист Гурвич приводит на 73-й странице. Здесь информация о заключении браков по сословиям. Как видите, башкиры вновь попали в столбец как сословие. Компанию им тут составляет духовенство, купцы, мещане, крестьяне, военные. Но тут говорится о башкирах как о язычниках. Кто же такие башкиры-язычники? Терпение, друзья, мы ответим на этот вопрос. Хотя нет, спойлер, это удмурты и марийцы. А вот очень важная для нас страница 17. Здесь Николай Гурвич пишет, что на самом деле в его статистических данных у понятия башкиры есть два смысла. Во-первых, в смысле административном, сословном, а во-вторых, в смысле этнографическом, генетическом или племенном. В первом случае оно объемлет собою не одно чисто башкирское племя, а несколько. Именно черемис, то есть марийцы, мещеряки, то есть мишари, ватяки, то есть удмурты, и бывших типтярей. Последние три племени известны в народе со времени причисления их к башкирскому сословию под именем Новые Башкиры. Во втором случае именно в нашем этнографическом племенном вычислении. Далее Николай Гурвич пишет, чтобы понять, где этнос башкиры, а где сословие башкиры, надо из сословия башкир вычесть черемис и ватяков, то есть марийцев и удмуртов. Мы отделили черемис и ватяков от башкир как совершенно отдельные племена. Но башкиры, в составе которых продолжают находиться мишари и типтяри, продолжают оставаться сословием. А теперь вот сама цитата Николая Гурвича, которую приводит Салават Хамидуллин. Но наш главарь банды этномародеров ее слегка видоизменил. Смотрим и сравниваем. Слитие мещеряков с башкирами в один этнографический элемент или, пожалуй, даже племя, как это во многих весьма подобных случаях допускает историческая практика, есть этнографически совершившийся факт, против которого бессильны какие бы то ни было административные или фискальные мотивы. Цитата от Салавата Хамидуллина. Слитие мещеряков с башкирами есть этнографически совершившийся факт, против которого бессильны какие бы то ни было административные или фискальные мотивы разъединения. Как видите, Салават Хамидуллин выкинул из цитаты Гурвича, во-первых, слово этнографический элемент. А под этнографическим элементом Николай Гурвич имеет в виду, что и у мишарей, и у башкир есть право на землевладение, что и мишари, и башкиры исповедуют ислам. И все, на этом общие признаки между мишарями и башкирами заканчиваются. Мещеряки, хотя и составляют историко-генетическую особь, но их экономический быт, как старинных уже вотчинников среди башкирских дач, совершенно отождествленный с башкирами культ, то есть ислам, дают полное право этнографически считать их заодно с башкирами. Согласитесь, что как-то маловато признаков для этнографического единства. Земля, да и вера. А тем не менее, мы видим, что дореволюционный этнограф говорит о историко-генетической особи у мишарей, то есть об их особом происхождении и истории. На самом деле важное изменение, которое сделал Салават Хамидуллин с цитатой Гурвича, это убрал его слова, или, пожалуй, даже. Эти слова Гурвич сказал, потому что его заявление, что, мол, мишари слились с башкирами, это на самом деле его осторожное предположение. Но Салават Хамидуллин из слов Гурвича сделал прямое и однозначное высказывание. Почему Гурвич свое заявление о слиянии мишарей и башкир сделал в таком аккуратном предположительном тоне? Тут ответ заключается в том, что уфимская администрация в 1871 году задалась целью все-таки вычленить из состава сословия башкирцев отдельное число мишарей и типтярей. В 1871 году, когда местная высшая администрация встретила надобность в определении числа мещеряков и типтярей, именно отдельно от тех генетических элементов, из которых они состоят,
Тогда, отрешившись от статистической и этнографической критики, мы вынуждены были обратиться к сословно-фактическим цифрам казенной палаты. Как вы видите, в башкирском сословии среди башкирцев этнограф Николай Гуревич выделил сам этнос башкир численностью в 287 800 человек, 97 200 мишарей и 232 600 типтярей. То есть суммарно в сословии башкирцев, состоящих из мишарей и типтярей, самих этнических башкир меньше половины. Еще раз, друзья, проговариваю важные для нас цифры. По данным за 1867 год, в Уфимской губернии насчитывалось 679 484 башкир. Их численность с небольшими изменениями сохранится и к 1871 году. Из примерного числа сословия башкирцев Гуревич вычленил типтяр-черемис и типтяр-ватяков, то есть марийцев и удмуртов. Осталось примерно 617 600 башкирцев. Но если из их числа вычесть мещеряков и типтярей, то получается, что в Уфимской губернии этнических башкир было всего 287 800 человек. А это всего лишь 42% из числа башкирцев. А так как мы знаем, что мишари и типтяри это и есть самые настоящие татары, то для нас интересна еще одна таблица, которую приводит Гуревич в своем документе. Ему удалось в 1871 году подсчитать население Уфимской губернии не по сословиям, а по национальностям. Как видите, он подсчитал, что отдельно татар в Уфимской губернии насчитывается 96 911 человек. Хотите узнать истинное соотношение татар и башкир в Уфимской губернии 1871 году? Складывайте. 96 911 татар плюс 97 200 мещеряков плюс 232 600 типтярей. Итог получается 426 711 человек, а этнических башкир всего 287 800 человек. Получается соотношение татар и башкир 60% против 40%. Почему так происходит? Подобную тенденцию, подобное явление с весьма странными изменениями цифр в численности башкир заметил в свое время еще авторитетный башкирский этнолог и историк Раиль Гумерович Кузеев в своей книге «Происхождение башкирского народа». А заметил он, что башкиры – это именно сословие. В это сословие входили и выходили другие народы Поволжья. Входной билет в сословие башкир – размеры земельного надела. Можно было бы привести многочисленные факты, показывающие, как богатые типтяри или мишари, увеличивая тем или иным путем свой надел, становились башкирами. Так, в эректинской деревне Мелля-Тамак башкиры делятся на настоящих эректинских и тех, которые 100-150 лет назад стали башкирами, приобретя земли. Жир олып башкырт болып кеткеннер. В то же время немало башкир, потерявших земли и не получивших наделы. В последнем случае так называемые новорожденные, то есть родившиеся после ревизского учета и передела земель, становились типтярями. Забавно, но Раиль Гумерович Кузеев во все той же своей книге «История происхождения башкирского народа» пишет, что, оказывается, в башкиры, а конкретнее в северо-западные башкиры, входили казанские татары, то есть казанцы. Этнонимов родовых подразделений зарегистрировано 177, в том числе 95 по нижнебирским башкирам и 82 северным. Названия прежде всего отражают этническую смешанность северо-западных башкир. Башкырт тибяги, башкирская тюба, татар, типтяр, казанские люди, казанцы, мишар, сирмыш, ар, мари, мукши. В отличие от Восточной Башкирии, здесь преобладают этнонимы народов Волгокамья. Да, когда мы читаем Раиля Кузеева, мы помним, как он работал на башкирский обком и реализовывал политику башкиризации татар, сам будучи по своему происхождению татарином. Хотя и публично он подчеркивал, что северо-западный башкир. По факту, в двух приведенных нами цитатах Кузеева описано, как взаимодействовали на территории Уфимской губернии такое сословное явление, как башкир, с таким явлением, как этнос. То есть, другими словами,
Вот тут, на северо-западе, значит, есть башкиры. Но что-то татары и марийцы входят и выходят. Ну ладно, подумал, наверное, Кузеев, назову это красивыми словами: механизм этнического смешения. Так, наверное, он и решил. Но самое важное, башкирский этнограф Раиль Кузеев явление башкирское сословие увидел и в числовом, в количественном измерении. Вместе с икскими племенами численность северо-западных башкир в XVIII веке составляла около 90-100 тысяч человек, в то время численность башкирского населения остальной Башкирии, тут Кузеев, скорее всего, имеет в виду Башкортостан в современных границах, приблизилась к 200 тысячам человек. В XIX веке соотношение численности Западной и Восточной Башкирии коренным образом меняется. Численность башкир на Западе начинает значительно превышать количество восточных башкир. Основная причина этой необычной демографической ситуации в инкорпорации, видите, какое интересное слово, инкорпорации, в состав башкир многочисленных групп татар, типтярей, мишарей, в меньшей степени удмуртов, марий, чувашей. Башкирский историк и этнограф Раиль Кузеев – это, конечно, очень знаковая и своеобразная фигура между татарами и башкирами. Вы знаете, когда читаешь его книгу «История происхождения башкирского народа», то задаешься вопросом. Вот смотрите, вот говорят же, если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, вероятно, это и есть утка. Вот и у Кузеева башкиры, получается, это общность людей, куда входят благодаря размеру полученной во владении земли, откуда выходят благодаря сокращению или лишению земли. Кузеев пишет, что как-то странно резко растет численность башкир на северо-западе Башкортостана, но нет, Кузеев не называет утку уткой, то есть башкир сословием. Но для нас очевидно, что на основе материалов Кузеева видно, что в составе 287 тысяч этнических башкир, которые в свое время выделил Гурвич, находятся и другие народы. Но в большинстве случаев это опять татары. Дуслар Ибн Ташляр, на самом деле на этом разбор фильма Салавата Хамидуллина еще не завершается. В частности, он в своем пропагандистском фильме затронул историю башкирских восстаний и то, как там участвовали башкиры и мишари. У меня есть исторические материалы, которые выведут на чистую воду этих этномародеров. А еще у меня есть материалы, которые, между прочим, могут нам показать, что даже в этих 287 тысячах башкир, самых настоящих в этническом смысле башкир, на самом деле еще меньше. Что в этой численности 287 тысяч башкир на самом деле сидят и татары. И сидят давно, столетиями. Дуслар Ибн Ташляр, чтобы об этих интересных вещах рассказывать, мне очень нужна ваша поддержка. Распространяйте наши видео у себя в соцсетях, делитесь ими с друзьями, присылайте ссылку на наше видео своим знакомым и родственникам. А тем, кто живет в Башкортостане, в первую очередь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если не согласны, значит дизлайки. Комментируйте наши видео. Если вам понравилась моя работа, то пишите комментарии. Например, Татарлар Алга. Поверьте мне, мы на самом деле не боимся никаких башкирских этномиссионеров. Всю их ложь мы видим, их манипуляции нам очевидны. Но больше всего забот нам заставляют алгоритмы работы YouTube. Ваши лайки, просмотры и комментарии помогают нам победить эту бездушную цифровую машину YouTube. Давайте под этим видео наберем не меньше 250 лайков, и я вам расскажу еще много чего интересного из фильма Салавата Хамидуллина.